У нее столько таких глубокий смысл вот этих вот эссе, очерков, настолько мудрая. И вот она, первая книга. Гульнара Ильясова трудилась над ней более 10 лет. Сборник был издан медиацентром имени Исмаила Гаспринского. Впервые в 2007 году юная девушка опубликовала свои работы в журнале «Йылдыз». После стала публиковаться в газетах «Яны Дюнья» и «Хырым». Гульнара печаталась в нашем журнале, и я думаю, в ее творческом росте немаловажна роль журнала «Йылдыз». Труд привел ее на должность главного редактора Бахчисарайской районной газеты «Слава труду». Она еще молодая, она еще будет развиваться, а журнал «Йылдыз» всегда будет ее поддерживать. 10 рассказов и 2 публицистические статьи. Реальные события из жизни нашли свое художественное отображение в произведениях автора. Как отмечает Гульнара, название книги «Эгер анамны тапса эдым» исходит из истории семьи. Мама – самый близкий человек, и ее отсутствие – большое горе для каждого ребенка. И у моей бабушки покойной была сестра родная, которая во времена Великой Отечественной войны, она пропала без вести, и у нее была маленькая 4-летняя дочка, которая очень по ней скучала, и до последних дней своей жизни она мечтала увидеть свою мать, но, к сожалению, этого не стало. И вот моя тетя, ее уже нету тоже в живых, она постоянно повторяла фразу: «Если бы я бы нашла свою маму, я бы все бы бросила». В планах у молодой девушки написать еще много книг, но есть и мечта, которую Гульнара планирует реализовать в скором времени. В будущем я очень бы хотела написать сценарий к сериалу о жизни хана Крымского. Но я очень мечтаю, что все-таки через несколько лет на экраны выйдет сериал о жизни хана Крымского. Я считаю, что наши крымские ханы этого достойны. Торжественная презентация книги сопровождалась выступлением молодых артистов. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет».